Добрый вечер, Хайрли Киш, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». С вами в студии Светлана Кадырова. Итак, на этой неделе мир отметил невеселую дату. 17 ноября 2019 года в Китае, в провинции Хубэй, был зарегистрирован первый случай коронавируса. Ровно 2 года прошло с тех пор, как мир разделился, наверное, действительно на до и после. Какой путь мы прошли за это время, что происходит сейчас и поможет ли прививка увидеть свет в конце ковидного тоннеля. Тема сегодняшней нашей программы – вакцинация, мифы и реальность, антиваксеры в том числе. С удовольствием представляю наших гостей, которые сегодня в этой теме помогут разобраться. Итак, Халид Сабанович Хаиртынов, главный инфекционист, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Республики Татарстан, доктор медицинских наук. Альберт Анатольевич Резванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, доктор биологических наук. Здравствуйте. Леонид Иосифович Галинский, генеральный директор образовательного центра высоких медицинских технологий. Рады вас видеть. Здравствуйте. Полина Сергеевна Котляр, доцент кафедры общей философии Казанского федерального университета, кандидат философских наук. Рады вас видеть. Айдар Садыков, шоумен, экскурсовод, блогер, ведущий праздничных мероприятий и наш частый гость. Здравствуйте. И рада видеть Альберт Шакиров, ведущий программы «Юлчин» на телеканале ТНВ, блогер с активной гражданской позиции. Итак, для начала хочу сказать нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для связи 554-56-10, код Казани 843. Вы можете задать свои вопросы нашим экспертам. Наши эксперты могут работать с кнопками на пульте. Красная категорически не согласен со спикером, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Ну что, тема вакцинации на самом деле остается самой горячей. Мы запустили опрос в нашей группе ВКонтакте ТНВ. И, по-моему, столько проголосовавших, сколько по теме вакцинации и принявших участие в опросе у нас еще не было. Не считая комментариев и позиций. Вот я хочу озвучить результаты нашего опроса. Мы просто спросили его, сделали ли вы прививку. Сделал, это необходимо для здоровья. Так ответили примерно 32% проголосовавших. Более 15% респондентов сказали, что сделали прививку только для QR-кода. Ну и, соответственно, больше 50% делать не собираются ни при каких обстоятельствах. Зрители тоже могут какие-то свои точки зрения выражать и звонить. Я бы хотела обсудить эти результаты интернет-голосования. Пусть оно случайно, выборочно, для только аудитории ТНВ и так далее. Насколько оно реально отражает картину сегодня происходящего. Вот почему-то хочется с кандидата философских наук начать. Полин, вот как философ относится к подобному интернет-голосованию и результатам? Конечно, эти результаты можно интерпретировать совершенно по-разному. Мне кажется, они, в принципе, отражают действительное положение дел. То есть люди совершают выбор в своей жизни, с какой мотивацией я сделаю вакцину. То есть мотивация на самом деле нам совершенно не важна. Если человек делает вакцину, тогда он проявляет свою гражданственность. Он проявляет себя как сознательного, ответственного гражданина, несущего, желание ограничить, как-то обезопасить других людей. Если я выбираю не вакцинироваться, судя по этому голосованию, такие люди действительно есть, это определенная мировоззренческая позиция, выходящая за пределы проблемы вакцинированности и так далее. Это гораздо шире. Это желание каким-то образом дистанцироваться от общества, это проблема индивидуализации. Я не хочу думать ни о ком другом, только о себе. Я эгоист и выражаю себя именно через вот такую форму протеста. А вот та группа людей, которые сделали прививку ради QR-кода, сделали прививку ради того, чтобы пойти в торговый центр, сделали прививку, чтобы его впустили в ресторан. А это как? А это, понятно, что, конечно, ответственность исходит, ответственность не моя, а тому субъекту, который заставил меня пойти привиться, мой начальник на работе, мой руководитель, который сказал, просто мы на работу тебя не пустим. Но здесь совершенно, мне кажется, не нужно каким-то образом выделять эту группу населения, говорить, нет, вы совершенно неправильно поступили, вы должны были прийти к решению самому. Нет, это не представляет ценность. Если человек согласился с таким условием, то к нему не может быть никаких вопросов. Да, он сделал прививку, и он уже увидел, что для него нет никаких побочных эффектов. Он живет полноценной жизнью, он получает свободу в полной ее форме. Халид Сабанович, а вы как прокомментировали вот такое количество сомневающихся или убежденных антиваксеров? Я думаю, здесь было бы интересно посмотреть возрастной состав тех людей, которые не желают вакцинироваться, потому что те пациенты, которые у нас лежали, которые госпитализированы были в разные эти временные инфекционные госпиталя, не вакцинированные, они, попав в стационар, жалеют о том, что не сделали вакцинацию своевременно, потому что ведь нужно понимать, что ковид – это не ОРВИ,
Это не простая какая-то там простудное заболевание, вирусная инфекция, которая через 7 дней закончится. У кого-то закончится, у большинства, вероятно, так и будет. Но мы видим, что очень большой процент людей, которые заболели именно вот на последней волне, в летний период, особенно в осенний период, очень большое количество людей, которые переболевали в тяжелой форме, причем это были не только пожилые люди, это были люди и среднего возраста, и молодой возраст. Поэтому, если вот, я думаю, провести опрос среди разных возрастных групп, мы, наверное, здесь получили бы какой-то иной результат. То есть, скажем, люди пожилого возраста и даже среднего возраста, я уверен, что большинство, видя, как протекает заболевание, а есть и, к сожалению, погибшие от коронавирусной инфекции среди знакомых, среди друзей, среди родственников, есть, да? я думаю, да. Вот, это же все откладывает отпечаток, какой-то создает определенное мнение в отношении опасности этого заболевания. И те, кто осознает опасность этого заболевания, они, наверное, сделают совершенно другой выбор в пользу вакцинации. Ну, если опрос в ковидном госпитале проводить, я думаю, там вообще никаких... Да, а те, кто, скажем, помоложе, болеют реже, хотя болеют и тяжело в молодом возрасте, возможно, они считают, что поскольку среди большинства людей их возраста тяжело не протекает, поэтому думают, что это не такая страшная инфекция и все обойдется. Поэтому с этим, возможно, связаны результаты голосования. Ну, в статистике смертности по Татарстану мы видим и очень молодых людей, и, увы, и мы все столкнулись с этим. Я думаю, что у каждого из нас действительно есть уже свои истории тех, кого мы потеряли. И вот если делать традиционно, телевизионщики всегда в конце года подводят там итоги, как знаменитые люди, да, которые ушли в этом году от нас. Я думаю, что в этом году никто за это не возьмется, потому что мы потеряли очень много. Да, Альберт. На самом деле я хочу не совсем согласиться с тезисом, что те, кто не прививается, выражают свою антисоциальную позицию. Сейчас речь идет о том, что все-таки это социальный феномен, но феномен того, что из-за недостаточной, скажем так, осведомленности, биологической грамотности, критического мышления люди напуганы, потому что они не получали информацию в полном объеме о вакцине. Интернет пестрит страшилками по поводу того, что вакцина плохо. И люди, которые не вакцинируются, большая часть все-таки это не, там, скажем так, не протестные антиваксеры, а запуганные антиваксеры. И здесь требуется именно работа просветительская для того, чтобы убедить их, что все, во-первых, сделано правильно, во-вторых, вакцина – это реально то, что их защитит от этого страшного заболевания. И да, я согласен с Халидом Субановичем, действительно, как только в стане антиваксеров кто-нибудь рядом заболевает и заболевает тяжело, моментально ситуация меняется. И я видел ярых антиваксеров, которые шли и вакцинировались после этого. Ну, какие же нужны жертвы для того, чтобы убедить десяток так, да. коллег или родных, или близких, чтобы уговорить? Да, Альберт, как ваша позиция? Я бы хотел, да, тоже согласиться, поскольку людей, которые боятся, мне кажется, их большинство, потому что даже в своем окружении, даже во время поездок, я не вижу людей, которые были бы воинствующими противниками прививок. И здесь, на мой взгляд, еще одно направление работы должно заключаться в выявлении именно центров распространения информации, или же людей, которые именно воинствующие и не ленятся, или имеют какие-то способности и возможности генерировать эту информацию и распространять ее. В качестве самого такого, ну, я не знаю, трагикомичного примера можно вот эта вот мулька про самолеты, которые распыляют коронавирус, да. То есть, ну, насколько это должно быть, не знаю, сюрреальным сюжетом для того, чтобы настолько быстро распространяться. То есть, чем это страшнее, чем это нереальнее, тем быстрее люди перекидывают это друг другу. И вот хотел бы обратить внимание на то, что вот эти вот противники QR-кодов, например, которые приходят на пороги торговых центров с Конституцией, они же действуют по шаблону. То есть у них есть руководство, что нужно делать. Да. То есть это же кто-то собирает, это кто-то объясняет. Вот эти вот группы в социальных сетях, телеграм-каналы и так далее, их нужно выявлять намного более активнее, чем сейчас, мне кажется. То есть вы к достаточно строгому, скажем так, именно наказанию, зачинщиков, привлечению к административной их не ответственности. так много.
Айдар не согласен? А вы знаете, я в каком плане не согласен? Я скажу, может быть, несколько парадоксальную вещь. И это социологи, Давайте. кстати, отметили. Парадоксальную вещь, уважаемые господа. Чем больше обсуждается та или иная тема, она способствует порою утверждению тех мифов, которые они разоблачают. Помните, мы когда в школе учили, нам давали таблеточки, мы пили, еще просили. Нам делали уколы от кори, от столбняка. Таню спорила. Чем больше обсуждается тема антиковидников, надо. И даже люди, которые сомневались, раньше бы он, может быть, пошел бы и сделал бы прививку. Там, а мы чем больше, а люди задумаются, а может быть, тут есть какая-то Вы считаете истина? это пиаром? Есть такое. Чем мы больше обсуждаем сексуально нетрадиционную ориентацию, там, ну, и какие-то... Это действует, извините, там... еще каких-то, да, люди начинают думать об этом, а может тут правда. Поэтому тут надо вести работу, да, пропаганду надо в хорошем смысле, но не давить. Любое действие, возможно, оказывает противодействие. И статистическую я потом дам еще. Сколько против-то тут, Леонид Иосифович? Насколько? С чем не согласны? В чем ваша В том, позиция? что если мы прекратим вести контрпропаганду, а это можно назвать так, мы оставим информационное поле им. Их никто не мешает продолжать вести это. Мы замолчали, у них еще больше возможностей. Поэтому я сторонник того, что это же сравнивать с войной. Да, да, это вот, в общем-то, военные условия. Медицина, наверное, вот наиболее близка сейчас к условиям, которые были во время войны. И мы все прекрасно помним вот Кукрыниксы, да, во время Второй мировой войны. Нужно высмеивать это, нужно делать их идиотами. Да? В таком случае большая часть людей скажет, ну действительно какая-то ерунда, которую они говорят, ну и в том числе про поливание самолетов, ну, огромное количество. Да, там. То есть, по большому счету, нужно обратиться к тем медийным лицам, которые, особенно в начале эпидемии, сделали огромное количество ошибок. Такую ерунду говорили, да. Можно подойти к Михалкову и спросить, вот какой мохнатый шмель тебя укусил, спрашивать свою задачу, чтобы вот такую ересь нести на всю страну, и ты, будучи, как бы, так сказать, таким популярным человеком, представляешь последствия, которые ты ведешь. То есть очень жесткая, твердая, принципиальная контрпропаганда. Только так. Ее мы обсудим после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня обсуждаем вакцинацию, мифы и реальность. Я сразу предлагаю дать звонок телезрительнице. Добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я из Казани, Римма. Я хочу просто обратиться к девушке, которая выступала на сцене. Девушка, вы не боитесь, говоря о том, что люди, которые не прививаются, добровольно не прививаются, являются угрозой для окружающих? Ведь многие люди, действительно, у многих людей аллергия, и люди даже и не знают об этом. И очень много больных, которые действительно сделали эту прививку и болеют, и сильно болеют. Почему-то информация об этом тоже утаивается. Вы немножко подумайте и следите, пожалуйста, за словами, потому что многие действительно вот людей сталкивают лбами. Нельзя такое допускать. И вообще, у многих людей болезни, не знают, как они отразятся в дальнейшем. И поэтому сделать прививку, я думаю, может быть, это добровольно сделать. Но пусть хотя бы людей, которые не прививаются, пускай им не оказывают медицинскую помощь. Но давить так и лбами сталкивать людей тоже нехорошо. Я так считаю. Спасибо, Рима. Хотя не оказывать медицинскую помощь, мне кажется, это не то, что более чем давление. Мне кажется, в этой ситуации это вообще нарушение, и уголовное в том числе, да? Ну, Полина, это было обращено ко мне, поэтому я вот сразу... Смотрите, ни у кого не приходит в голову идея каким-то образом оспаривать правильность ремня безопасности в автомобиле. Но сколько человек выбирают не пристегиваться, поскольку это неудобно, это сдавливает, это, если у вас там болит рука и так далее, вам некомфортно с этим жить. Это примерно проблемы того же уровня, того же порядка. Безусловно, когда вы говорите об аллергии на прививку, когда вы говорите о побочных эффектах, здесь есть проблемы, которые не в вакцине, а в том медиаисточнике, откуда вы взяли эту информацию. Смотрите, как интересно, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, я сама являюсь аллергиком, то есть у меня аллергия на все подряд, там, на йод, на рыбу, все что угодно. Я совершенно, отдавая себе отчет, что я иду делать прививку, я не пью антигистаминные, потому что это реакция иного порядка. То есть от аллергии вам не поможет здесь ничего. Это другая реакция организма. И важно вот обратить свое внимание на тех субъектов, которые
передают вам эту информацию. То есть вы берете информацию не из официальных источников. Поэтому случается такой когнитивный диссонанс, разрыв между истинным положением вещей, да, и то, что является совершенной ложью. Полина сейчас, наверное, продолжит слова Леонида Иосифовича, который говорит, что, в общем-то, информационную войну, мы как таковую информационную пропаганду мы проиграли, наверное, в самом начале, да, и сейчас нам нужно к ней возвращаться. Кто? Альберт Анатольевич. Да, Можно я скажу? Альберт. Я хочу сказать, да, вот уважаемые телезрители задали вопрос, но мне кажется, не совсем правильно интерпретировали слова. Дело в том, что тут не сталкивают, а есть такое понятие медотвод. И вот девушка, которая задала вопрос, мы скажем, если у вас есть противопоказания, аллергия, онкологические заболевания, беременность, кормящая мама, то есть там же дают медотвод. Нет, Да. это уже совершенно пересмотрели позицию, то есть беременная кормящая сегодня может и должна делать прививку. 22-й неделе. Вот, тогда надо пойти к врачу и скажет, но я в данном случае хочу, обращаясь к телезрителям, сказать, что в данном случае мы никого ни с кем не сталкиваем, и в данном случае, если есть вопросы, идите к Человек специалисту, идет к идите к врачу, и он вам даст либо медотвод, либо скажет, нет, в вашем случае надо Ну, делать смотрите, укол. насколько популярна сейчас вот ситуация, когда человек приходит к терапевту, и терапевт сам говорит о медотводе, хотя нет оснований. То есть проблема даже не в квалификации медработника, а в том, какую он позицию выбирает здесь. Но это уже вопрос к профессионализму врача-терапевта, а не к тому человеку, кто Но при пришел. этом Ну, вот сейчас- как мне скажет врач? Айдар, вот сейчас мы говорим опять о том, что человек, по идее, должен идти к врачу и выбрать Да. нормальный путь взаимодействия пациента, врача, который даст либо медотвод, потому что Да. действительно нельзя, потому что рецидив болезни и так далее. Но человек опять слушает, читает, смотрит, делает выводы и так далее. Халид Абанович, вот тем более для хроников, как я понимаю, вообще там вакцинация просто в первую очередь показана, насколько я понимаю. Да, конечно. Значит, смотрите, здесь необходимо руководствоваться инструкцией препарата, да, это все-таки препарат вакцины, да, там прописаны все вот эти противопоказания. Кроме того, вот те побочные реакции, которые возможны, здесь необходимо сказать, что прививочная реакция – это, в принципе, нормальная реакция организма в ответ на введение вакцины. То есть я делал, когда, например, вакцину, у меня тоже вот была небольшая местная реакция. Вот первый раз, и когда второй раз через 2 недели проводил повторное введение, ну, небольшой субфибрилитет был. Вот. Это нормальная реакция, это не патологическая реакция. Это говорит о том, что организм реагирует на это заболевание, на введение вакцины. Заболеть от вакцины невозможно, потому что там нет чистого полного вируса, там есть только ген, который кодирует вот этот S-белок, и введя, например, в организм, на этот S-белок шиповидно вырабатываются антитела. Вот. Поэтому никакой угрозы развития заболевания, каких-то серьезных побочных реакций, они возможны, но они крайне редко бывают. У нас вот в инфекционной больнице есть центр иммунопрофилактики, куда приходят ежедневно люди для того, чтобы проводить вакцинацию разными вакцинами. И «Спутник» вводят, и «Спутник Лайт», и «Ковивак». Поверьте, крайне редко бывают какие-то там реакции в виде, например, там, суставного синдрома, предположим. Бывает, это возможно, но это крайне редко бывает. Что касается того, заболеет человек после вакцинации или нет, тот момент очень важно, какой необходимо сказать. Ведь когда, например, вводится вакцина неиммунному человеку, то есть человек, у которого нет еще антител, это не значит, что вот сегодня сделал я вакцину, и завтра вот хожу, не берегусь, да, без маски. Вот это один из самых опасных периодов, потому что антитела вырабатываются не на следующий день, требуется время, это может занять там неделю, 2 недели для того, чтобы выработались вот эти защитные антитела. И вот это время, особенно вот первые 7-10 дней, необходимо очень беречься, вот, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Вот. А если этого не делать, то возможно инфицирование и развитие заболеваний, которое действительно может протекать в тяжелой форме. Но это будет вызвано не самой вакциной, а потому что человек игнорировал элементарные вот меры безопасности. Но очень частые формулировки, да, то, что мы видим, если следим за всем, что происходит в интернете. Я заболел после прививки на 3-й день, я заболел после прививки через 2 недели. А как ты заболел? Ну, вот жена заболела, говорят мне. Ну, так ты от прививки заболел или от жены ты заразился? То есть вот эти ситуации вполне... Да, Да, хотел еще небольшое дополнение сделать, что в принципе эта вакцина на 100% не защищает. Она значительно в 6 раз снижает шансы заболеть и в 11 раз снижает шансы умереть
при этом заболевании. Поэтому есть вакцины, которые 100% защищают. Эта вакцина, как и многие другие, на 100% не защищает. Поэтому даже если вы вакцинировались, все равно нужно продолжать соблюдать все нормы эпидемиологические, потому что вы все равно можете заболеть. А другое дело, что вот, например, в университете у нас в Казанском есть инфекционный госпиталь, и мы просто знаем свою внутреннюю статистику. Крайне малое количество пациентов, которые вакцинировались, впоследствии болеют в тяжелой форме или с летальным исходом. То есть здесь врачи, которые вот конкретно работают с тяжелыми пациентами, однозначно вакцинация спасает жизни. Санитарный врач Анна Попова России заявила, что только где-то 2,5% вакцинированных от ковид в России заболевают коронавирусом. То есть какая-то вот последняя информация примерно такая. Я понимаю, что так на местах примерно... Ну, здесь, да, я оперировал американской информацией по Центру по контролю заболеваемости. Я думаю, что спутник примерно на этой же... По этим же смотрите, цифрам. вот самые популярные формулировки мы уже обсудили, да, заболел после прививки, вакцины, и поэтому не защищают. Что еще там? На прививкой зарабатывают, да, делают бизнес, побочные действия замалчивают, прививка вызывает бесплодие, последствия вакцинации не изучены, вакцины не прошли всех фаз испытаний и так далее, и так далее. Я просто не представляю, я как мама ребенка, я четко знаю, как мы проходили, делали свой календарь прививок, и у меня ребенок привит от всего, включая ветрянку и так далее, и так далее. Я ни разу, в общем-то, не задавался вопросом. Да. Последствия, надо, не надо. Я не задалась вопросом. Я понимала, что это необходимо. И даже сделала от ветрянки, мне все задавали вопрос, а зачем? Я говорю, я не понимаю, как ребенок ее перенесет. Да. Я не могу гарантировать. Вот почему сегодня все вдруг, или очень много людей, стали экспертами и начинают сейчас задаваться вопросом. От кори мы делали в детстве, ладно, и интереса не было у наших родителей в том числе. А почему сейчас? Полин. Ну, наверное, коронавирус стал тем событием, которое, ну вот, есть такой славянский философ Славой Жижик, он в начале появления коронавируса определял его как коммунный вирус, через идею вируса, который объединит людей. Но мы видим, да, люди объединились только в некоторые маргинальные группы, которые переживают, да, вот свою сообщность, да, какое-то лишение себя прав, но никак не в борьбе против коронавируса. То есть коронавирус стал таким событием, которое еще в нашей истории вот не случалось, на нашем веку. То есть у нас последнее было пандемия, это испанский грипп, и все про нее, конечно же, не сохранилось никакого воспоминания, никакой травмы нет. Все, новый опыт, и мы должны каким-то образом реализовать себя. А здесь, смотрите, сколько проблем в одну собралось. То есть человек хочет проявить себя как деятеля, и вот он берет и ведет на амбразуры, да, бороться с ветряными мельницами. Почему бы и нет? Я нашел себе занятие. Да. С полным отсутствием знаний. Ну да, но я вижу в себе понимаем, лидера, я могу вот этих людей вести за собой. Я как посредник. Быть в группе какой-то. Ну и неважно, от чего он ведет, против чего ведет и так далее в этой ситуации. Да? Можно Можно подменить иногда воспринять понятие это как оппозицию какому-то рекомендательному режиму. То есть я как за мной хотят ухаживать, надо мной хотят совершить насилие, а я пытаюсь этому противостоять. И вот это такое феодальное мышление. То есть я вот в своем теле, да, владею, да, пытаюсь его каким-то образом защитить от вот этого насилия. Имею право. Да. Да, Альберт. Я хотел еще дополнить. Еще есть большая разница, большое отличие коронавируса от других пандемий, эпидемий в том, что он влияет на все сферы практически нашей жизни, не только на здоровье конкретных людей. Кроме того, что я, например, переболел коронавирусом в первую волну, привился, этот коронавирус повлиял на какую-либо мобильность, например, были ограничения по выездам в первую волну, плюс перенеслись какие-то тендеры из-за нерабочих дней. То есть везде и всюду мы видим последствия какие-то пандемии, которые корректируют нашу повседневную жизнь. И из-за этого реакция на все, что связано с коронавирусом, даже если это касается вопросов жизни и смерти, да, естественно, вот вакцину сказали, и вот на вакцину все и поперли. Вот, но на самом деле круг влияния он намного шире. Найди внешнего врага. Мы прерываемся на новости Татарстана, а потом продолжим во второй части нашей программы. Добрый вечер, Хайр Аликевич. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Тема сегодня вакцинация, мифы и реальность. С нами сегодня замечательные эксперты. Были здесь уже жаркие споры. Остановились мы на том, что очень много мифов от чипизации, бесплодия и так далее, и так далее.
признали в том, что у нас, в общем-то, наверное, проиграна в какой-то степени информационная война. Сейчас вот в паузе Альберт Анатольевич говорит, я все-таки выдам, наверное, ваши слова в этой ситуации, что очень мало того, что есть на бумаге, на документах, очень много говорится на словах, всевозможные объяснения. Как нам сегодня фактически опровергать эти мифы из вполне достоверного источника информации? Чего не хватает? Вот если уж, Альберт Анатольевич, я вас сдала, давайте вот... Ну, здесь, да, вопрос очень сложный. Ну, во-первых, мы отчасти проиграли эту войну еще до того, как вступили в нее. Дело в том, что все-таки уровень биологического образования, уровень критического мышления в последнее время в принципе в школе падал. И, соответственно, то поколение, которое сейчас вот, наиболее активно в социальных сетях, они, у них нет прививки от фейковой информации, от недостоверной информации, потому что у них не заложено, к сожалению, критического мышления. Поэтому вирус невежества их, в общем-то, в том числе, да. поражает. И получается, что вот даже вот звонок был в первой половине программы, зрительница сказала, вот говорят, вот я знаю, вот. А когда начинаешь докапываться до сути, а покажите эти данные статистически, оказывается, что это одна бабушка сказала, что да, кто-то там, 7-я вода на киселе, кто-то укололся, и у него потом поднялась температура. Статистики нет, но люди, вот именно соцсети оперируют, они, в общем-то, живут, к сожалению, эмоциями, а легче всего вызвать отрицательную эмоцию. И в связи с этим, в общем-то, пандемия ковида, она даже не сколько биологическая проблема, это социальная проблема именно социальных сетей и то, что за что общество боролось, за открытость информации. По сути своей, бесконтрольная открытость информации привела к тому, что мы наблюдаем вот то, что наблюдаем. То есть непроверенная информация, люди не способны ее отфильтровать и принимают за чистую монету. Но ведь меня что удивляет, что еще большое количество антиваксеров, но мы сейчас говорим о профессиональной работе, да, то есть не о тех, кто заблуждается условно и идет за ней. Но это ведь практически отсутствие медицинских работников как таковых. Ну, где-то есть, но не в таком количестве. В основном это люди либо из блогосферы, которые раскручены, имеют большое количество подписчиков, да, очень много таких, и мы видим, те, кто захватывал торговые центры в последние месяцы, да, то есть почему люди идут, Полина, почему люди идут за вот... Ну, здесь, я не знаю, мать 3 детей, да, вот больше у нее там и послужной список из ряда административных нарушений. Но здесь очень легко сформировать вот этот социальный капитал. Когда нет однозначности, наука вот здесь не дает однозначного ответа, потому что все развивается, продолжает изучаться, и получается у нас наука, то, что рационально, ставится под сомнением, а то, что однозначно, но иррационально, все воспринимают на веру и радостно за этим следуют. Я вот сейчас, наверное, вот каждому обращусь, откройте свой холодильник, посмотрите на те продукты, которые у вас там есть, и насколько вы уверены, да, в тех побочных последствиях употребления, ну, тех же самых сосисок. Вот вы их едите каждое утро. У вас, возможно, мы не знаем, риск онкологии гораздо выше у тех людей, кто, значит, с утра ест какую-то жует травку и так далее. То есть вот насколько вот этот один объект выбран в качестве нашего главного интереса. То есть остальные сферы жизни отпадают. Мы сконцентрируемся на одном вопросе, и это уже некоторое проявление такого, ну, я бы сказала, такого шизоидального заедания. Да? То есть мы видим только одну позицию, и мы идем только в ней. Как лошадки с шорами, все, больше нас ничего не волнует. И мы здесь будем, конечно, легко себе сколачивать базу поклонников. Себе подобных. Да. Кроме иррациональности их суждений, вот этих ярых противников, в их аргументах прослеживается лживость и деструктивность, однобокость. Вот то же самое, например, люди, которые штурмовали вот эти вот торговые центры, которые апеллировали на Конституцию, что ограничиваются их права, но они умалчивают о том, что есть основной принцип любого общества, который гласит: «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Почему-то они игнорируют свободы тех людей, и их права на то, чтобы передвигаться и не опасаться заразиться каким-либо заболеванием. То есть они почему-то отметаются, и остаются только их права. И вот это вот деструктивное однобокое суждение, оно почему-то идет на вооружении у них. И почему-то этому все верят. И никто не задумывается об обратной стороне.
Да. Вы знаете, я хотел бы маленечко классификацию антипрививочников перечислить. Я готовился к сегодняшней встрече, и они четко делятся на категории. Кто это такие? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, мы говорим, мы проиграли эту войну. А я думаю, что мы не проиграли информационно. Почему мы такой тон сегодня задаем, что мы проиграли? Среди моего окружения многие сделали прививку или хотят сделать. Я не считаю, что Вы мы... выиграли. Ну, я считаю, Себя что в своем да. окружении Есть просто вы категория выиграли. людей, которые непробиваемые, и с ними ничего не сделаешь. Я перечислю, кто относится к категорию антипрививочников, Хорошо. которые видят в этом все политические игры. Я не пойду, потому что это все политика, геополитика. Ну, это недоверие к власти и так далее, Второй что есть, говорят, да, которые официально. говорят, что это все делает медицинское лобби, это финансовые капиталы, это банкиры, это из нас хотят деньги вычесть, это медицинское лобби. Поэтому я не пойду, не хочу, чтобы за счет меня обогащались, условно говоря, олигархи. Третья категория людей. Они не являются принципиальными антипрививочниками. Они апеллируют к правам человека. Они говорят, я сделаю, вносите чрезвычайную ситуацию, вводите карантин, платите, я тогда сделаю. А так не пойду. И они Конституцию открывают. И, кстати, они в чем-то правы. Юридически, Только с одной стороны они они правы. скажут, сделайте чрезвычайную ситуацию, как в других странах, там локдаун объявляйте, я сделаю прививку. Если нет, имею право. Они же и говорят полицейским, а на каком основании вы меня берете? Покажите документ. А документов нет, потому что у нас добровольно. А раз добровольно, значит, крючкотворством занимаются. Это люди, такие сутяги я их называю, любят так поумничать. Хорошо. Другая есть категория. Это четкое. Религиозные убеждения. То есть и я тут считаю, что тут большая задача стоит перед религиозными деятелями, чтобы они среди паствы сеяли эту мысль, о которой мы говорим. И я знаю, что в некоторых религиозных учреждениях даже открываются пункты вакцинации. Слово муллы, слово батюшки, слово раввины играет большую роль. Хотя, чему скрывать, есть статистика, среди определенной категории есть люди антипрививочники убежденные. Это следующее. Я перечисляю категории антипрививочников. Завершайте, надеюсь, что слишком много категорий этих. И следующее, последнее, это теория заговора. Это просто конспирология и чипизация. так Это далее. я их даже не беру, это просто, там даже обсуждать нечего. Это просто, на грани уже помешательства какого-то. 16% по статистике ни при каких условиях не будут делать вакцину. Мне кажется, это общий срез общества, И с ними иногда, бесполезно которые не спорить. согласны хотя бы с чем-то. У нас сейчас еще один звонок. Женщина уже пыталась дозвониться у нас в первой части программы. Надо дать ей слово. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Нурия. У меня такой вопрос. Сдала анализ крови на антитела к коронавирусу. У меня результат 4779 единиц. И наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. Это ответ врача. Как повлияет в этом случае, если я сделаю вакцину? А вы болели? Уточнение. Я болела, но у меня не подтвержденная коронавирус. А когда болели? Если... В октябре. Прошлого года, да? Нет, вот. болела в этом месяце. У меня просто по результатам рентгена был поставлен диагноз бронхопневмония. Халид Сабанович, думаю, да, вам, наверное, вопрос. В этой ситуации, я думаю, много таких людей, у которых действительно есть антитела. Вместе с тем сейчас задумываться, делать прививку или нет. Да, Диагноз здесь не подтвержден. достаточно простой ответ, я думаю, будет. Она переболела буквально месяц назад. Было поражение легких, поэтому выработалось такое большое количество антител. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. Чем больше количество вируса попало в организм, чем больше количество вируса попало в организм, тем больше количество антител будет выработано. Конечно, сейчас ей нет необходимости проводить ревакцинацию, но по мере течения времени уровень антител будет снижаться. И через 6 месяцев встанет вопрос о вакцинации. Сейчас, конечно, в течение 6 месяцев вакцинироваться нет необходимости. В этой ситуации как раз возникает тот момент, да, что ей 6 месяцев в общественный транспорт она не войдет, да? Может быть, обсуждаются... Нет, если ей же поставили диагноз коронавирусная инфекция, не подтвержден, да. Угу. То есть по классификации у нас ставится диагноз коронавирусная инфекция, подтвержденное выделение вируса. И второй вариант, когда диагноз коронавирусной инфекции тоже ставится, но не подтвержденное выделение вируса, а диагноз ставится по результатам компьютерной томографии. Но у нее не подтвержденное по результатам компьютерной томографии. Но диагноз ведь коронавирусной инфекции поставлен, я так понимаю? Нет, не поставлен. Не поставлен? Нет, не поставлен. Сейчас этот вопрос обсуждается. Как раз вчера об этом говорил главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. Она сказала, что, по всей видимости, те люди, которые
которым не был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, или люди, которые не знают о том, что они переболели, но у них обнаруживается высокий уровень антител, скорее всего, им будет также... Тоже рассматриваться вариант... Да, будет предоставляться QR-код. Ну, я думаю, возможно, это одно из тоже необходимых решений, как сейчас справки о медотводе, да, разработаны достаточно быстрые сроки. Я сейчас, как раз мы поднимали вопрос Конституции, тут политических сил антиваксеров. Мне хотелось послушать Александра Визеля, заместителя главного редактора журнала «Вестник современной клинической медицины», доктора медицинских наук, профессор, главный пульмонолог Министерства здравоохранения. Вот его позиции по тем ограничениям, которые фактически сегодня действуют и будут действовать, так понимаю, еще долго. Послушаем. Очень часто антиваксеры сводят это к какой-то политике, что вот нас всех зажимают, что нас хотят взять под контроль, и все. Извините, уровень контроля по ковиду в России ничтожен по сравнению с тем, что делается в других странах. Вы знаете, что с декабря прошлого года в Сингапуре, например, непривитых бесплатно не лечат. В Германии, насколько я знаю, не дают бесплатный больничный лист. И, естественно, такие тревожные вещи прокомментировал министр здравоохранения Мурашко, который сказал, что об этом не идет речь в России. Просто нужно призвать к сознательности людей. Речь идет об убеждении вас, дорогие сограждане, в том, что облегчите хотя бы наш труд врачей. На сегодняшний день врачи начинают выгорать. Потому что невакцинированные болеют тяжело. Они продолжают умирать. Смертность остается высокой, как во многих странах. Да, Леонид Иосифович. С огромным уважением к профессору Визелю отношусь. Я бы сейчас примеры других стран, где очень жестко поступили, наверное, не так часто использовал. Почему? Объясню ситуацию. Она, как бы так сказать, навеяла вопросом телезрительницы нашему уважаемому коллеге. Есть огромное количество ситуаций, когда пациентам, больным или переболевшим непонятно, что делать. То есть юридически есть какой-то уже закон или подзаконный акт, что что-то нельзя, что-то запрещено, в то время как вот эта женщина, она очевидно... Ну, она прошла. Она прошла, да? Она переболела. Ну вот ситуация. С моей точки зрения, что где-то на госуслугах надо вначале сделать как раз вот этот вот вопрос-ответ, где, собственно говоря, вопросы нужны нашим законодателям или кто там будет выпускать эти подзаконные акты, чтобы понять все ситуации, которые произошли, в том числе с этой женщиной, которая сейчас звонила, да. Некоторые вещи, это же не от злого умысла наши государственные деятели, они просто не знают. Бывают индивидуальные ситуации, да? Бывают какие-то случаи. И только вот после того, как вот окончательно будет проработана позиция государства к людям, которые сейчас находятся в ситуации выбора, да, делать прививку или нет, когда выбор будет понятен, что у каждого человека останется только один вариант, что это я решил не делать, тогда можно уже применять, что называется, какие-то санкции. Когда такое количество вопросов у людей, может быть... Значит, им не дают ответа. Нет ответа, да. Вначале дайте ответ, получите, как бы, так сказать, как бы инструкции каждому нашему гражданину, что делать в какой ситуации, и дальше оставьте только тех, которые реально антиваксеры. Вот, честно говоря, я вот побыл в красной зоне, и там больше всего людей-прокрастинаторов, честно говоря, которые говорят, я думал, завтра сделаю. Вот я вот на следующей неделе запланировал, да? Вот это вот самый большой процент людей, которые не сделали прививку. То есть очень хорошее, как бы, так сказать, деление антиковидников, я согласен с ними, но я бы добавил и посчитал, что это самые большие. И вторые, это, ну, такие скептики, которым не дали ответ. И они вот вроде, что я не понимаю, что делать. То есть вот сейчас нам важно достучаться именно до них. Да. Об этом поговорим после рекламы, не переключайтесь. Итак, мы продолжаем обсуждать вакцинацию, мифы и реальность. Звонок в студию у нас еще один. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Лиля. У меня такой вопрос. Я сделала вакцину летом, прошло 2 месяца, и я заболела ковидом. Тяжело заболела, лежала в больнице. Врач сказал, что я чуть не умерла, но, слава богу, выжила. И вот у меня такой вопрос. Через полгода мне опять надо делать вакцинацию. Где гарантия, что я опять не заболею? Вдруг я опять умру?
Ну, вдруг опять в этой ситуации, наверное, сложно шутить. Халид Сабанович, вот, Леонид Иосифович, что можно сказать? Вот опять взаимосвязь с прививкой, да, ты так понимаю? Если я сейчас сделаю вакцину, то даже гарантия, что не заболею. А? Про бессмысленность прививки. Про бессмысленность прививки, да, в общем-то, в конечном итоге вопрос. Довольно мало информации для того, чтобы Но очень много говорить. оптимизма все равно, то есть у девушки, меня это радует. Я, как бы, так сказать, рад, что человек в итоге выздоровел, и несмотря на то, что оценивал свое состояние как тяжелое, но в итоге, как бы, так сказать, все закончилось хорошо. Вероятнее всего, вернее, однозначно, что заболевание не связано с вакциной. Кстати, вы же сами болели? Да, я сам Правильно недавно понимаю? болел, я заболел после 5 месяцев после прививки. И смотрите, каким образом это получается. Через какое-то время количество антител снижается. А есть вторая часть проблемы. Это люди, болеющие и продолжающие ходить по своим делам. Это, знаете, как входят в кабинет. Я тут немножко болею, здравствуйте, но вы не бойтесь, я нюх не потерял, это не ковид. Ну вот примерно такие люди вдруг, когда появилась эта волна, достаточно часто стали приходить. И, к сожалению, у меня на тот момент оказалось немного антител, и я, как бы, так сказать, мои антитела не справились. Это нормально. То есть в этом антинаучного ничего нету, это никак не связано с всемирным заговором и так далее. Это просто научный факт. Вероятнее всего, я не знаю, какую вакцину человек делал, и меня поправят мои уважаемые коллеги, которые являются в этом вопросе большими специалистами, но я так думаю, что иммунный ответ этого человека был недостаточен. То есть количество антител было недостаточно к той иммунной нагрузке, которая каким-то образом свалилась на эту уважаемую девушку, вероятно, голос молодой. Возможно, кто-то рядом серьезно заболел в этот момент. Возможно, она оказалась в группе носителей и так далее. Вы знаете, это вот по такому образу, это как бронежилет, да? То есть вот бронежилет не означает, что пуля не пробьет никогда. Бронежилет снижает вероятность. Вакцина делает то же самое, ровно. Но учитывая, что мы с ней разговариваем сегодня, Да, это ну, уже... во-первых, я очень рад, что она... Это уже хорошо. Халид Сабанович, почему связывают все-таки вакцинацию и болезнь последующую? Почему вот настолько прям параллели? Я заболела против Ну, здесь вот я согласен. Необходимо выяснить, действительно, какой вакцины значит, привилась девушка. Вот, то есть это имеет значение, потому что если, например, сделана была спутниковая, например, вакцина, да, то есть однократно, то уровень антител будет вырабатываться недостаточно высокий. Поэтому в настоящее время спутниковая рекомендуется именно для ревакцинации. Вот. Вообще, когда вырабатываются антитела, не может человек заболеть, не должен заболеть тяжело. Почему? Объясняю. Потому что антитела вырабатываются, сколько бы их ни было, но это смягчает развитие заболевания, если даже вирус попадает в организм. Проблема в чем еще может быть? Проблема в том, что это касается не данной девушки, а бывают такие пациенты, которые при госпитализации говорят, что вот они вакцинированы, а мы видим, что заболевание протекает тяжело, и объем поражения легких может быть уже на ранних сроках заболевания. Попадают в реанимацию, тяжелое там состояние, пациент вот-вот умрет, да, родственники приходят, оказывается, что пациент не был вакцинирован, а был куплен вот этот сертификат, это тоже проблема. И поэтому здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае. Вот, то есть мы не должны, люди не должны обманывать себя, то есть вот купил QR-код и значит, что хочу, то и делаю. себя да. обезопасил, да? Вот тот самый случай, когда QR-код себя точно не гарантирует. Он гарантирует попадание в торговый центр, и поэтому но вот, нет попадания в больницу. Да, и в данном случае, скорее всего, я так думаю, либо антитела образовались недостаточно. Но меня здесь больше пугает взаимосвязь, вот что это обязательно связано с прививкой, понимаете? Ну, послушайте, тут ведь мы же говорим о том, что вакцинация на 100% не гарантирует это развитие заболевания. Самое главное, что человек не умирает. Вот это самое главное, остается жив. Полина, вот почему все-таки настолько ищут вот беду? Мы уже говорили, да, враг условно становится у нас вирус в этой ситуации, теперь уже вакцинация. Почему такие параллели? Ну, через 2 месяца человек заболел после прививки. Вроде бы уж там обвинять в неэффективности. В философии и психологии есть такое понятие пограничная ситуация, когда жизнь человека ставится под вопрос. Это террористический акт, это авария, когда человек после этого начинает себя переосмыслять. Вот здесь та же самая пограничная ситуация заставила человека переосмыслить вообще все свои действия. То есть я сделал прививку, она мне не помогла.
это значит, что в следующий раз я должна выбрать другой подход. Например, я буду не знаю, читать гороскопы. Исходя из гороскопов, я буду идти в супермаркет или не идти, мне напишут мою степень, возможность заражения. И смотрите, вот этот выбор, он будет другим, сознательным, но насколько он будет эффективным. То есть вот здесь это пока не отрефлексировано. То есть есть сомнения, но это все потому, что нет просвещения. Да, прививка – это не стопроцентная гарантия. То есть вы же страхуете свою жизнь, совершенно не ожидая, что вы умрете в период страхования, чтобы ваши родственники получили деньги. Это ваше необходимое ритуальное действие. Вот прививка – это ритуальное действие, просто необходимое для того, чтобы вы были в обществе. То есть это как новый паспорт. Прививка необходима вам, чтобы существовать в новом мире. Так, ученые против. Смотрите, есть так называемый синдром выжившего. То есть вот люди, которые привились, заболели, они начинают об этом активно говорить. А вот люди, которые привились и не заболели, они об этом не говорят, а их миллионы. Они даже передачи это не смотрят. Или те люди, которые не привились, заболели, они тоже об этом не говорят, что «ой, дурак, не привился». Они тоже, на самом деле, воспринимают это как само собой разумеющееся. То есть вот этот очень небольшой процент людей, которые попали действительно в медицинскую статистику, но, к сожалению, они наиболее шумные, наиболее видимые в средствах массовой информации, и это создает ощущение, что все со всеми это происходит. То есть это синдром выжившего. Интересно. Я просто не ответил на вопрос этой девушки, следует ли прививаться еще раз. Мы с ней коллеги в этом плане, я тоже переболел, будучи вакцинирован. Я прививаться буду, поскольку у меня совершенно очевидно прививка создала условия, при которых заболевание протекло нормально. При том, что у меня есть, не буду вдаваться в медицинские подробности, индивидуальные особенности организма, которые однозначно бы привели к очень плохим последствиям, если бы у меня прививки не было. Мне просто позволила прививка выиграть время, более медленно развивалась инфекция, и я выжил. Поэтому моя рекомендация – делать прививку. Телефон разрывается у наших режиссеров, и очень много вопросов от беременных, от тех, у кого нет спутника Лайта, как вакцинироваться. И мы опять понимаем, что у нас нет ответов на эти вопросы. Нет, наверное, на самом деле, оперативных, достоверных таких источников, чтобы человек знал, куда обратиться. Сейчас, в конце программы хочу просто коротко подвести итог. Вот эти QR-ограничения, введенные ограничения, все, что происходит сегодня, как убедить людей к вакцинации, что нам сейчас нужно делать, чтобы увидеть тот самый свет в конце тоннеля. Хотя вакцинация должна была уже к нему привести. Продолжать эту политику, по сути. У нас нет другого... Вот я люблю говорить, что у нас у всех будет иммунитет. Либо по-хорошему, либо по-плохому. По-хорошему вакцинируемся и избежим тяжелых последствий коронавируса. По-плохому это русская рулетка, шанс умереть. Полин? Я отвечу с позиции преподавателя философии. Подвергайте все сомнению. Декартовский прием, это тотальное усомнение в своей позиции, многим поможет. Перегуглите информацию. Посмотрите не те источники, которые вы обычно читаете, а альтернативные. Попробуйте соотнестись с иными доказательствами. Возможно, это спасет вашу жизнь. Спасибо, Альберт. Раз мы говорим о мифах и реальности, есть еще такая реальность, что QR-коды просто приобретаются без вакцинирования реального. И, к сожалению, случаются такие моменты, когда человек чувствует себя плохо, у него темнеет в глазах, головокружение, он идет в больницу, у него спрашивают, есть вакцина? Ну да, недавно, мой документ. Значит, это какие-то легкие побочные эффекты, иди домой. Перетерпи, а вдруг у этого человека реальный инсульт, он же об этом не может признаться. В данной ситуации все-таки, к сожалению, нашему обществу придется через эти ошибки, непризнания, какого-то сопротивления пройти, в том числе увидеть на примере своих близких, не дай бог, на плохом примере, чтобы все в конце концов уже поверили и научились думать наперед. Спасибо, Айдар.
Ну, а я хочу придать оптимизм в нашей программе. Мы говорим антипрививочники. Я хочу сказать про тех, кто за прививки. Для меня отрадный факт, для нашей вящей радости. Мне звонят и говорят: Айдар Фарудович, у нас будет мероприятие. У вас прививка есть, вакцина? Я говорю, есть. Все, мы с вами договорились, мы вас приглашаем. И это приятно, что это идет от инициативы людей, от инициативы семей, потому что у них дети маленькие. И я считаю, что это сознательно и для меня это радостно. Я считаю, что надо равняться на них, которые это сделали. И они уже спрашивают у меня, не я доказываю, меня заставляют. Такие люди тоже есть. Есть антипрививочники, есть, имеют право. Но и таких тоже много, которые просят. И я считаю, это очень Айдар, здорово. скоро вам надо спрашивать, а у вас будут на все Да. привиты, да, 100% иммунитет? Леонид Да. Иосифович, очень коротко сейчас в конце буквально. Да, но я хочу сказать, что медицина не желает зла. Это совершенно очевидно. Поэтому слушайте, пожалуйста, профессионалов. Я же это всегда говорю. Алексей Абанович, У буквально. нас альтернативы нет, кроме как прививаться. Вот, если мы хотим быстрее остановить вот эту пандемию коронавирусной инфекции, и только привившись, участь на чужих ошибках, вот, на тех, кто не привился и заболел, и, к сожалению, есть летальные исходы, только так мы можем достичь необходимого нам результата, быстрее победить коронавирусную инфекцию. Чего нам всем и желаем. Благодарю всех экспертов. Было интересно. Это была ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Спасибо всем нашим телезрителям за активность. Было интересно.